Я начну и передам вам слово. Супер, давай. Всем привет, уважаемые слушатели! Мы начинаем нашу вторую онлайн-встречу в рамках цикла по обмену опытом карьеры без границ с якутским профессиональным сообществом Якутия Про. Первая встреча у нас прошла 27 июня, сегодня у нас по счету вторая. Уважаемые участники, слушатели, которые сейчас к нам активно подключаются, большая просьба переименовать себя, написать фамилия, имя, отчество. Несмотря на то, что мы сейчас вебинар проходит онлайн, мы все-таки сохранили тот формат, который был у нас в офлайне, и мы фиксируем всех участников для статистики. Вот, есть, например, такие участники, как iPhone Виктория, просто Николай, Александра. Просьба указать фамилию, и если вы знаете свой ID на сайте Лидер ID, и вы его напишите, то будет вообще супер. Если по каким-то причинам вы не можете себя переименовать здесь в Zoom, то можете написать в чате. Спасибо большое всем, кто присоединился. Олеся, я передаю вам слово. Анастасия, спасибо. Всем еще раз привет. Меня зовут Олеся Дмитриева. Я надеюсь, что меня слышно и видно. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, если это так. Я надеюсь, что все меня слышат. По крайней мере, до этого не было проблем. Ага, супер, вижу плюсики, отлично. Да, спасибо. Все, продолжаем. Спасибо Анастасии, которая уже представила наше сообщество. Наше сообщество называется Якутия Про. Это якутское профессиональное сообщество, которое собирает якутян по всему миру во благо развития нашей республики. Мы уже стартовали не так давно. У нас сегодня второе мероприятие в рамках онлайн-встреч «Карьера без границ». Мы показываем нашими встречами и приглашая наших ребят из разных уголков мира о том, как можно построить карьеру в разных сферах. Первое наше мероприятие было посвящено нефтегазовой отрасли и сфере FMCG. Сегодня мы поговорим о том, как построить карьеру в финансах. Поставьте, пожалуйста, единичку, если вы пришли сегодня в первый раз, и двойку, если вы с нами уже второй раз и не пропускали наше мероприятие. Нам очень интересно. Супер. Вижу, кто и в первый раз, и второй раз. Ага, 1,5 даже написали. Супер, спасибо большое. Отлично, получается 50 на 50, но больше тех, кто в первый раз. Хорошо, я тогда объясню, что мы сегодня делаем. У нас сегодня якутяне из разных городов, супер обширная география. У нас будут спикеры из Якутска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. И я бы хотела еще попросить вас написать тоже, из какого города вы присоединились. Нам очень интересно посмотреть на географию наших слушателей. Вот, а пока вы пишете свои города, ой, Санкт-Петербург вижу, я расскажу, как у нас будет проходить мероприятие. Оно разделено на две части. В первой части мы поговорим со спикерами, которые уже занимают руководящие должности, и они поделятся своим опытом построения карьеры в финансах. А во второй части мы позвали ребят, которые не так давно начали свою карьеру, и они уже поделятся своими более практичными советами по тому, как поступить и как начать свою карьеру в этой сфере. Еще я хотела бы напомнить, я говорила об этом в анонсе, у нас сегодня очень приятный есть сюрприз для наших слушателей. Мы подготовили подарки для тех, кто будут активно вовлекаться в наше обсуждение. И за самый интересный вопрос они получат подарки. Поэтому я призываю вас активно участвовать в нашем обсуждении, не стесняться и задавать вопросы, потому что самый плохой вопрос – это тот, который не задан. Имейте это в виду. Ну что? Я тогда начну. Хотела показать немножко о том, что мы будем сегодня делать. Сегодня у нас собрались ребята, которые обладают экспертизой в финансовой сфере, и все они прошли школу, скажем так, получили опыт в компаниях Большой Четверки. Напишите, пожалуйста, плюсик, если вы знаете, что такое компания Большой Четверки, еще называют Big Four, и минус, если вы об этом не слышали. Тоже ничего страшного, мы об этом поговорим. Сейчас я вам как раз это покажу. Так. Угу. Слушайте, посмотрела на географию участников. У нас сегодня из Санкт-Петербурга, из Якутска, из Ниццы даже есть участники. Вау! Красноярск, Москва, Якутск. Супер. Вижу плюсы и минусы, но пока минусов больше. Хорошо. Так, ничего страшного, я сейчас как раз вам объясню, что это такое. Поставьте плюс, если вам виден экран.
Я включила пока слайдов. Я надеюсь, что все видно, да? Ага, все супер. Так, я хотела показать, что такое компания Большой Четверки. Это на самом деле 4 крупных компании, которые оказывают аудиторские и финансовые услуги по всему миру. И сейчас в эти компании Большой Четверки входят компании, которые представлены на слайде. Первая компания – это PricewaterhouseCoopers, коротко PwC, и еще можно как бы в народе, скажем так, по-разговорному называется Price. Вот если вы слышите, будете слушать это слово в ходе нашего обсуждения, имейте в виду, что это компания PricewaterhouseCoopers, у нее оранжевый такой лейбл. Есть еще компания KPMG, вот это вот с таким синим значком. Есть компания Ernst Young, сокращенно EY, у них такой шрифт серый и желтый треугольник. И последняя компания – это Deloitte. У нас все ребята, которые сегодня будут спикерами, они, по сути, прошли, и некоторые из них до сих пор продолжают построение своей карьеры в этих компаниях. Вот, в основном PricewaterhouseCoopers. Мы об этом еще услышим. Так, еще раз хотела сказать про то, как у нас будет устроено мероприятие. Да? Я так понимаю, что все поняли, что за вопрос у нас сегодня подарки, поэтому не упускайте эту возможность получить очень классный подарок, который подготовили наши спикеры для вас. Вот, вопросы можно писать в чате. А для самых смелых, на самом деле, у нас будет возможность даже этот вопрос задать голосом, если есть такое желание. Вопрос, еще раз повторю, что можно писать в чате в процессе обсуждения, в процессе выступления спикеров. Мы будем стараться их покрывать. И в любом случае мы будем выделять время отдельно после обсуждения с нашими спикерами в конце. То есть у нас будет 2 сессии, да, по итогам первого блока, по итогам второго блока, где мы будем тоже покрывать и отвечать на те вопросы, на которые не успели в процессе обсуждения. Ну что, я думаю, надеюсь, все понятно. Если понятно, поставьте плюс. Если непонятно, напишите, пожалуйста, какой у вас есть вопрос. Ага, вижу плюсики. Так, ну супер. Ну что, мы тогда начинаем. Итак, я хочу вам представить спикеров нашего первого блока. Это Василий Ефимов, Елена Лыткина и Дмитрий Иванов. Давайте мы с ними подробнее, детальнее познакомимся. Василий, начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, представься нашим слушателям и расскажи, кстати, где ты работаешь. Тебе слово. Спасибо, Олеся. Всем привет. Смотрю вот сейчас на наших участников и по-хорошему завидую Ноябрине Керенской, потому что она, по всей видимости, находится на свежем воздухе. А я вот для того, чтобы была стабильная связь, нахожусь в квартире, и здесь достаточно душно. Поэтому всем большое спасибо, что сегодня к нам присоединились. Несмотря вот на такую замечательную погоду, все, наверное, хотят быть уже на улице в это время. Ну, вкратце расскажу о себе. Меня зовут Василий. Я являюсь генеральным директором венчурной компании «Якутия» и Фонда развития инноваций. То, что мы делаем, это мы помогаем стартапам в самой ранней стадии совершить глобальный прорыв. Мы даем знания, компетенции, помещения бесплатные в нашем IT-парке и финансируем. Я окончил университетский колледж Дублина, начал свою карьеру в PricewaterhouseCoopers. Ну, в целом так. Спасибо. Василий, супер. С нами, получается, был генеральный директор венчурной компании. Давайте познакомимся теперь с Еленой Лыткиной. Елена, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, чем ты занимаешься, и представься себе коротко. Всем привет, меня зовут Елена. Спасибо, Олеся. Я живу и работаю в Санкт-Петербурге. Сейчас вот в PricewaterhouseCoopers в отделе оказания консультационных услуг в области финансовой отчетности. Простыми словами, мы помогаем компаниям применять эти стандарты. Чаще всего это в сложных сделках, либо подготовке финансовой отчетности. Финансовая отчетность нужна обычно для привлечения финансирования и для выхода на рынки международные. Вот. Я сама закончила в Санкт-Петербурге школу, но училась в Якутске до 8 класса в 26-й школе и закончила уже в Питере финэк. Ну и в Прайс перешла сразу, можно сказать, со студенчества. Все. Спасибо, Елена. Елена у нас руководитель проектов в питерском офисе PricewaterhouseCoopers. Это как раз компания Большой Четверки с оранжевым лейблом. Чуть ранее показывала. И у нас остался еще Дмитрий Иванов. Дмитрий, представьте, пожалуйста, коротко нашим зрителям. Всем привет, я Дмитрий Иванов. Сейчас работаю на позиции менеджера проектов
в отделе сопровождения сделок по слияниям и поглощениям в московском офисе PricewaterhouseCoopers. В основном занимаюсь проектами по финансовому анализу потенциальных объектов инвестирования, выявляем основные риски, тренды по финансовым результатам, финансовому положению компаний, которые в скором времени станут объектами сделок, слияний и поглощений. Сам я родом из Мирного, закончил Мирнинский филиал Якутского государственного университета по специальности английский язык. Также закончил экономический факультет Московского университета связи и информатики. Спасибо, Олеся. Дмитрий, спасибо. Это был руководитель проекта в отделе сопровождения сделок в московском офисе PricewaterhouseCoopers. Так, ну что, на самом деле, мне кажется, сейчас будет тоже интересный вопрос. Расскажите, пожалуйста, про ваш немножко карьерный трек, с чего вы начинали и что вам помогло добиться таких результатов в той позиции, на которой вы сейчас работаете. Василий, начнем с тебя. Вообще, я уже знал то, что буду работать в области аудита и финансов, начиная уже со 2-го курса. У нас была такая практика, нам на самом деле даже с 1-го курса приходили молодые ребята из разных компаний, в том числе из большой четверки. И вот ребята с PricewaterhouseCoopers мне понравились больше всех. У меня специальность была коммерция, специализация бухгалтерский учет, потому что это был объективный выбор, потому что у меня были самые высокие оценки именно по этим предметам, которые касаются финансов и так далее, налогов. Вот. И в 2007 году я трудоустроился в PricewaterhouseCoopers, начал с должности консультанта-аудитора, прошел собеседование, там 3 уровня и так далее, прошел тестирование. И, кстати, вот тестирование у меня прошло тоже, так скажем, не очень хорошо, потому что я учил финансы, бухучет на английском языке. И один из вопросов, который вот я до сих пор помню, это вот определение, что такое основные средства. А я не знал, что такое основные средства, я знал, что такое fixed assets. Нас учили так. Вот. И действительно не совсем логично, почему в России fixed assets называется основные средства. Потому что, как по мне, основные средства это должны быть деньги для бизнеса. Вот. В общем, я устроился в PwC. Это был очень такой классный опыт. Проработал в должности консультанта около года, потом меня повысили до старшего консультанта. Очень часто мы летали в командировки. И, соответственно, когда у меня был отпуск, я всегда прилетал в Якутск, потому что по России я уже наездился. Вот. И в один из таких отпусков меня пригласили на собеседование в компанию Якутскэнерго. Это было достаточно такое короткое интервью, короткое собеседование, самое короткое в моей жизни на самом деле. Я, как положено, отправил свое резюме. Я уверен, что меня взяли достаточно быстро, потому что главное, вот то, что было в моем резюме, это опыт PwC. Вот. И, соответственно, мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, потому что мне всегда вот было интересно, так как я был аудитором, я проверял отчетность разных крупных компаний, там были группа компаний «Газпром», ТНК BP и так далее, но я никогда не составлял эту отчетность сам. Вот. И я хотел закрыть этот пробел, и вот появилась такая возможность вернуться на свою родину, в город Якутск, в котором я родился, делать то, что мне нравится, то, что я умею. Да, я в зарплате потерял прилично, но, тем не менее, опыт я набрал колоссальный. На тот момент мне было 23 года, и я уверен, что ни в одном там энергетическом холдинге где-то вот в Центральной России мне бы не дали бы возможность делать отчетность самостоятельно, полностью, все эти формы. Вот коллеги, те, кто этим занимается, знают, что это достаточно ответственная работа. Вот. Но мне вот повезло, и я это все делал, было тяжело, но, тем не менее, я вот эту школу прошел. А затем меня пригласили возглавить финансово-аналитическое управление банка Татта. На тот момент это был такой быстро растущий, динамично развивающийся частный банк. Он меня привлекал тем, что он был частный, потому что в частных компаниях там именно все процессы, они направлены на развитие бизнеса. Я также составлял отчетность по МСФО, Международный стандарт финансовой отчетности, делал бюджетирование, практически все, что связано с цифрами. Также мы внедряли CRM-системы, немножко там соприкоснулся с темой IT. И самое главное, это я сдавал отчетность в Центральный банк Российской Федерации. Те, кто имеет опыт в банковском секторе, наверное, меня поймут. Вот. После этого мне предложили перейти в Якутскую топ-энергетическую компанию, где я занимался уже только МСФО.
Ну, там так получилось, что предложили больше денег, ну и более узкая работа, так скажем, да. Ну и, соответственно, я согласился. В биотеке проработал совсем немного, выпустил годовую отчетность, несколько промежуточных, и потом понял то, что отчетность я составляю ежеквартальную, там, за 3 месяца, ой, за 3 недели, извините. То есть остальные 2 месяца мне хотелось посвятить там саморазвитию, общению со студентами там, и так далее. Но там был очень строгий режим работы с 9 до 6 и так далее. Ты должен был находиться в офисе. Ну и тогда я понял то, что почему бы не попробовать создать свою частную практику и самому распределять время, на что вот, я считаю нужно потратить. Ну, я основал, получается, свою практику. У меня вот первые клиенты были, это компания Сахатранснефтегаз, потом Алмаз-Агентбанк, один из моих любимейших клиентов, авиакомпания Якутия. Ну и намечались вот частные клиенты также. Но потом случилось так, то, что все вот эти клиенты, зачем им нужна была отчетность по международным стандартам финансовой отчетности, потому что они рассчитывали привлечь иностранные инвестиции. Но в один момент вот привлечение иностранных инвестиций уже стало не очень актуальным вопросом, да, и, соответственно, я искал новые возможности. И вот в тот момент, в 2017 году, мне предложили прийти в компанию, венчурную компанию «Якутия», в должности заместителя. И вообще вот венчурная компания «Якутия» для меня вот она, ну я всегда и интересовался, да, этой деятельностью, венчурной инвестиции, потому что, ну это классно. Вот и то, что я делаю сейчас, мне очень нравится на самом деле. И с момента основания компании, это был 2012 год, ну активная деятельность началась в 2013 году, меня там уже несколько раз приглашали, но это было, ну, так скажем, не своевременно. Кроме того, я еще и привлекал инвестиции до того, как трудоустроиться в ВКЯ, привлекал инвестиции из венчурной компании. Никогда не предполагал даже, что я буду работать, и тем более ее возглавлю. Вот. И, наверное, такой ключевой момент в моем развитии, наверное, да, и в карьере, это 2017 год, июнь, команда из Якутии была отобрана в программу MIT, Массачусетского технологического института, это, ну, развитие предпринимательства в регионах. Вот. И 8 человек из Якутии, я в том числе, поступили вот в эту программу. Нам дали знания, навыки для того, чтобы мы могли построить инновационную экосистему. Ну, чем, собственно, сейчас я и занимаюсь. И вот с середины, с февраля 2019 года я уже являюсь генеральным директором венчурной компании «Якутия». И также вот мы создали такой финансовый механизм для инвестиций в стартапы. Это вот наш фонд развития инноваций, которым я сейчас тоже в данный момент руковожу. В общем, так, Олеся. Слушай, круто, спасибо большое, что ты поделился. Такой не короткий путь, да, получается, ты обучался в Дублине, начинал свою карьеру в большой четверке, а потом работал и в Тати, и в Ятек, и, получается, получая такой опыт, возглавил уже венчурную компанию, гендиректором которой ты сейчас являешься. Я хотела еще обратиться к нашим слушателям. У нас есть такие термины какие-то финансовые, да, я хотела попросить вас поставить единичку, да, если вы каким-то образом связаны с финансовой карьерой, да, то есть вы там уже строите, есть какой-то опыт, и двойку, если вы только сейчас рассматриваете карьеру финансов, чтобы понимаете ли, просто ли, скажем так, вам воспринимать эту информацию. Василий, у меня тут еще вопрос от ребят. Вы работали в новосибирском филиале PricewaterhouseCoopers? Я неправильно вопрос, да, понял, прочитал. Нет, я работал в московском офисе. Угу, я поняла, спасибо. Я надеюсь, мы ответили Илье на вопрос. Так, у нас только двойка, да, то есть, а остальные ребята как-то связаны с финансами или хотят в этом развиваться? Напишите единичку. Ага, вижу, что уже есть в финансах, да? Угу, хорошо, супер. Давайте мы тогда познакомимся дальше с карьерной историей Елены. У нас сегодня будет очень интересные, супер разные истории. Давайте послушаем сейчас Елену. Расскажи, пожалуйста, свою. Спасибо. Я в Прайс пришла еще студенткой со своими подружками. Чем мы хотели попадать в свои силы. У нас там 4 девчонок дружных. Мы пошли писать тестирование. И вот я сразу вам хочу рассказать, что вот мой карьерный путь, он был, наверное, как примером того, как Прайс является, ну, мой работодатель, в принципе, большая четверка, наверняка использует такой же гибкий подход по отношению к своим сотрудникам. И вот мой личный опыт – это как вот действительно пример того, как гибко подходит Прайс к своим сотрудникам. Когда мы писали тестирование,
Я накануне там не спала до 4 утра, писала реферат на работу, поэтому, когда у нас тестирование началось после обеда там в 3 часа дня, я написала его из рук вон плохо. То есть ту часть, которая относилась к оперативной памяти, к расчетам, математическим вот навыкам, я его просто вот провалила. И мне поэтому позвонила HR, сказала, вот извините, у вас тут совсем плохо вы написали вот именно оперативную память, для нас это важно, поэтому мы не можем вам ничего предложить. И на тот момент я тогда вот упомянула, что вот действительно я не спала всю ночь, поэтому, видимо, могу ли я попробовать еще раз. Они, конечно, говорят, да, конечно, приходите потом еще раз, уже выспитесь спокойно, приходите подготовленными. И также я упомянула о том, что я была тогда ботанинской стипендиаткой. Фонд Потанина устраивал такие конкурсы в каждом, нескольких университетах, и из всех вот курсов выбирал 20 человек, и им выдавал там годовую стипендию. И в ходе отбора к этой вот стипендии им нужно было как раз-таки, проверялись также и математические навыки, операционная вот эта память. И там я вот себя нормально проявила, потому что тогда была выспавшаяся и так далее. И упомянула о том, что вот в принципе у меня с математикой и логикой все хорошо. И мой коллега, точнее не мой коллега, а вот мой стипендиат, тоже работал в то время в прайсе, он замолвил за меня слово, тоже сказал, что вот девушка, которая также в общем, он порекомендовал рассмотреть мою кандидатуру тоже. Таким образом, Прайс в конце концов пришел ко мне с оффером, и я проходила у них стажировку. Вот, целый год. Впоследствии я начинала в питерском Прайсе, и через года 2 у нас стал вопрос с мужем, что мы хотим переехать в Москву, там, где вот драйв, движение, где много компаний, и нам казалось, что вот мы можем начать что-то еще новое. И за полгода до переезда я как раз, как вот только мы приняли решение, я пришла в отдел кадров и говорю: «Вы знаете, вот мы хотим через полгода переехать в Москву, поэтому я через полгода ухожу. Мне нужно, будет закрыть проекты, не букируйте меня там на летние проекты и так далее». И представляете, вот Прайс тогда говорит: «А давай мы тебя оформим в московский офис, перевод, ротацию». И знаете, я вообще не рассматривала такой вариант, и мне эта тема понравилась, потому что это было интересно. Мы думали, ну отлично, я тогда перееду сразу в Москву, и у меня будет там работа, и я буду продолжать работать даже на тех же московских проектах, которые у нас, где клиенты находились в Москве. Вот. И таким образом переехали уже в Москву. И вообще в течение вот этих 14 лет у меня происходили, как говорится, случались декретные отпуска. У меня вот 3 детей сейчас. И мне бы хотелось отметить, что несмотря на то, что я вот уходила на вот эти длинные отпуска там до конца финансового года, Прайс всегда ценил те усилия, как бы ту работу, которая была сделана за то время, которое я работала, и вот эти все повышения, которые приходятся на конец финансового года, они все равно как бы рассматривали мою кандидатуру, как мне кажется, что это как оказание доверия того, что человек все-таки вернется в работе и будет дальше продолжать работать. И мне кажется, что, знаете, вот сидишь в отпуске, глубоко беременная или, например, с маленьким ребенком, и приходит новость о том, поздравление, Лена, поздравляем с повышением. Это было, конечно, так не то чтобы неожидаемо, но это очень радовало, конечно. Вот. И сейчас, получается, я работаю в Питере, но при этом мой отдел находится в Москве, и мои коллеги тоже находятся в Москве. Я работаю в основном на московских проектах. Такая была договоренность с партнером нашего отдела. И мне кажется, что вот это вот то, что компания пошла навстречу, что мне не нужно было бы там вот эта вот возможность работать дистанционно, мне кажется, она прям очень flexible, очень прям вот большой бонус, который я вижу в своей работе, при том, что Прайс дает такие всегда интересные задачи, проекты. Вот. И я бы хотела пару слов буквально сказать про градацию большой четверки. Вот самая первая, самая начальная позиция этого интернства, стажер, и после того, как человек проходит стажировку, ему делают оффер уже по результатам его работы на, как сказать, на позицию консультанта. После консультанта там обычно там 2-3 года, хотя я знаю, что Василий за год, он так классно работал, 1,5 года, и сразу получил оффер точнее, повышение на старшее консультантство. После старшего консультантства у нас были раньше младшие менеджеры, но сейчас эта позиция превратилась просто в менеджеров, и после менеджеров старшие менеджеры, директора и партнеры. Весь путь, он длится больше 10 лет. Вот сейчас, наверное, даже может быть больше 12-13 лет. Вот. И я вот хотела просто отметить, что вот я сейчас нахожусь на стадии менеджера, потому что прерывалась на вот эти все отпуска, и
руководим, как говорится, мое руководство относится к руководству командами, менеджерим проекты. Вот. И с каждым разом, чем выше становишься, тем больше soft skills требуется и BD, ну, как бизнес-девелопмент активности. Все. Мгм. Лена, спасибо. Хотела отметить, да, вот у нас сейчас выступала Елена, которая, получается, 14 лет работает в компании «Большой четверки», при том, что она начинала в питерском офисе, у нее была возможность, то есть возможность, да, она использовала возможность ротации. Сейчас я бы еще хотела отметить, что Елена работает удаленно, тоже руководит проектами удаленно в питерском офисе. Елена, тут у нас вопрос от Айталины. Как вы получили Потанинскую стипендию? Можешь, пожалуйста, прокомментировать? Тогда Потанинская, ну, как-то фонд Потанина, он приходил в университет, объявлял о начале конкурса, о датах и говорил, что вот если у вас за последние 2 четверти там все отлично, пятерки, то, пожалуйста, типа, присоединяйтесь к этому конкурсу. То есть этот конкурс проходил прямо в стенах самого вуза. Он длился 2 дня. Первый день там было тестирование, различные игры, и второй день тоже был посвящен тоже каким-то вот кейсам, ну, бизнес-играм, вот, на проявление лидерских качеств и так далее. И на третий день, по-моему, или на четвертый день они уже объявляли результаты. Ну, то есть это не нужно даже прямо было оплавиться, куда-то идти, это все было в рамках университета. Мы просто тогда со своими подружками, активистками отслеживали все эти вот мероприятия, и нам было интересно поучаствовать. Айталина, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Если остались еще какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. У нас здесь еще есть вопрос от Ильи. Я бы обратила внимание спикеров на этот вопрос. Возможно, мы сейчас давайте сделаем так, мы послушаем историю Дмитрия и потом ответим на вопрос Ильи, хорошо? Дмитрий, расскажи теперь ты свою историю карьерную. Включи, пожалуйста, микрофон. Да, Да, тебе слово. спасибо, Олеся. Свой путь карьерный я начал, ну, он начался у меня с того момента, как я закончил институт в Мирном у себя, получил знания по английскому языку и решил поехать поступать в аспирантуру в Москву. Соответственно, осенью тогда я поступил в аспирантуру, и параллельно я еще заканчивал свою заочную учебу на экономическом факультете одного московского вуза. И в тот момент я решил попытать счастье в крупной международной компании, где бы я смог поучиться и запустить свою карьеру. Подавал заявки. Ну, я знал уже, что существует такая большая четверка, очень престижные компании, в которых можно многому научиться. И, собственно, поэтому у меня появилось желание туда трудоустроиться. И я подавал заявки в разные аудиторские компании. И вот первым откликнулся как раз PricewaterhouseCoopers. Я там прошел собеседование, тестирование, и меня пригласили работать в качестве консультанта-аудитора. По поводу градации Елена уже рассказала. И довольно быстро мне стали доверять там вначале маленькие задачи по аудиту в рамках проектов по аудиту, затем там чуть более крупные, и там через некоторое время меня повысили до старшего консультанта, там объем работы уже был достаточно широким, и вот после этого мне примерно через пару лет поступило предложение из другой компании большой четверки, где предложили продолжить свое развитие, предложили интересные тоже проекты, в том числе с международными клиентами и чуть более расширенным функционалом по аудиту. Я согласился, поработал там примерно год, и в этот момент я решил продолжить свое развитие в реальном секторе, в индустрии, то есть перейти в какую-нибудь компанию, где я мог бы, в компании с реальным бизнесом, где я бы мог свои знания уже приобретенные в аудите на практике применить в бюджетировании, планировании, в контролинге. И как раз тогда мне поступило предложение от компании ЦИАН стать в нем ведущим финансовым контролером. Я согласился. В итоге в ЦИАНе я проработал 3 с лишним года, занимался как раз тем, чем хотел. Это управленческий учет, бюджетирование.
построение прогнозов и сопутствующие вещи. Кстати говоря, проходил также и аудиторские проверки. Просто в этот раз я уже был на другой стороне баррикад, со стороны клиента, который составил эту отчетность, и аудитор ее, собственно, проверял. В это время, когда я работал там, ЦИАН очень активно развивался, очень сильно выросли обороты компании, и численность сотрудников. Это был такой бум для ЦИАНа в те годы. Потом рост стабилизировался. Сейчас, в принципе, компания на слуху, все ее знают. Особенно те, кто так или иначе связан с недвижимостью, кто когда-то снимал или продавал, или покупал квартиру. Компания выросла, задачи у меня становились все более рутинными, такими ежедневными. Уже хотелось дальнейшего развития в чем-то для себя новом. Я так подумал, и где же можно развиваться быстрее всего? Быстро пришел мне ответ в голову, конечно же, в большой четверке. И как раз примерно в это время PricewaterhouseCoopers объявил, там была вакансия, вакансии, связанные с позицией старшего консультанта и менеджера на проектах в отделе сопровождения сделок. В общем, мой интерес к финансовому анализу, к индустрии сделок по слияниям, поглощениям побудил меня выбрать именно этот отдел. Пообщался я с руководителями на собеседованиях, мне сделали предложениями, и вот сейчас как раз я работаю в этом отделе по сопровождению сделок, и моя работа в основном связана сейчас с проведением проектов по финансовому due diligence, так называемому. Проще говоря, это финансовый анализ какой-то компании, которую другие компании хотят приобрести. Вот мы предупреждаем о том, какое сейчас состояние компании, как она в последнее время работала, какие у нее могут быть риски, какие могут быть подводные камни. И вот сейчас я нахожусь на позиции менеджера проектов по финансовому due diligence. Олеся, спасибо. Такой мой путь. Дмитрий, спасибо большое. Получается такой интересный опыт. Да, начинал свою карьеру Дмитрий в компании «Большой четверки», потом получил опыт в других компаниях индустрии, вернулся тоже в «Большую четверку» уже на позицию руководителя отдела, руководителя проекта в отделе сопровождения сделок. Интересно, я вот тут хотела еще подметить, что в чате у нас пошли очень активные вопросы. Я так понимаю, что пример Лены о внутренней ротации вызвал несколько вопросов. Если вы обратите внимание, у наших же спикеры некоторые ответили на них письменно, но я думаю, что Лена может еще прокомментировать, да? Верно? Лена, прокомментируй, пожалуйста, вопрос про ротацию из регионов в центральные офисы. Ротация из регионов в центральные офисы, в принципе, это возможно. На это не смотрят там косо. Это, конечно, все зависит от самого человека. Если обычно этот процесс идет через обсуждение сначала с своим коучем, сейчас он называется эта должность Team Leader, и проговаривает о переводе в центральный офис. При этом, самое главное, наверное, требование это то, что в центральном офисе есть вакансии, на какие именно нужно переводиться. Мне кажется, вот на моем личном опыте, мне кажется, что в регионах, возможно, бывает сложнее попасть, чем в московском офисе. Вот это мое чисто личное впечатление, потому что, например, вот в питерском офисе, я помню, отбор был очень жесткий. И команда, она не есть такие все, не знаю, немножко отличается, чем в Москве. В Москве тоже классные команды, но люди там как-то по-другому. Не знаю, мне кажется, что все-таки вот в регионах appliance бывает сложнее, чем в саму Москву, потому что в Москве много людей и много всегда вакансий, вот, как-то в таком духе. То есть, а в маленьких регионах, то есть в маленьких офисах там бывает меньше вакансий, поэтому и сложнее appliance, больше конкурс. Вот я бы сказала бы именно по конкурсу. Спасибо большое, Елена. Я бы тут еще откомментировала, что во втором блоке у нас будет Алина Ларионова, которая у нас попала в большую четверку как раз из Якутска и работает сейчас в новосибирском офисе. К ней тоже можно эти вопросы задать. И у нас есть часть вопросов про ротацию в зарубежные офисы. Я так понимаю, что процесс, в принципе, аналогичный. Алина тоже прокомментировала это в чате. Посмотрите, пожалуйста. И есть вопросы про советы, базовые тренинги и сертификаты английского языка. Мы к ним придем в конце сессии.
мы на них ответим. Давайте мы тогда чуть дальше пойдем. У нас тогда получается следующий вопрос. Мы познакомились со спикерами, узнали, как они добились той позиции, на которой они сейчас. И учитывая то, что они проходили карьеру, начинали все, их объединяет то, что они начинали свою карьеру в большой четверке. Давайте спросим, как они считают, чем помогла работа именно в этих компаниях в вашей карьере. Василий, начинаем, как обычно, с тебя. Спасибо, Олеся. Ну, как я сказал, то, что мы сейчас делаем, это ускоренное развитие стартапов, некий там акселератор. То есть наши стартапы за 3 месяца делают то, что они могут сделать за год. Это мы делаем при помощи менторов, при помощи экспертов и так далее. И PricewaterhouseCoopers для меня это вот некий акселератор моей карьеры. Я знал точно то, что начав карьеру в большой четверке, вне зависимости там какая-то компания, что это будет очень такой вот хороший текст в моем резюме, и это повысит мою, так скажем, рыночную ценность, капитализацию. Вот. Ну, а на самом деле, вот почему я еще также рад тому, что я проработал в PwC, потому что там настолько все очень быстро, все очень динамично. Я получил предложение, ну, оффер его так называют, приступить к работе с 10 января 2007 года. Вот. И там, получается, мы прошли 2-недельные подготовительные курсы, где нам рассказывают в целом, что такое PwC, что такое аудит, что такое стандарты аудита, знания Excel там тестируют. Вот. А потом после этого тебя сразу бросают в поля, бросают тебя в разные проекты. Вот. И ты уже молодой человек, девушка там, да, вынужден как-то либо утонуть, либо всплыть. Но, как правило, все всплывают, и этот темп, он сохраняется на протяжении всей работы. Ну, я, по крайней мере, те год и 10 месяцев, которые я работал в PwC, это был прям мощный темп. И до сих пор я этот темп сохраняю, потому что я уверен, если бы я начал бы карьеру в какой-нибудь компании, где все не так динамично, быстро, скорее всего, я бы тоже бы сейчас не совсем, ну, не понимал, зачем перерабатывать там и так далее. Есть четкий график, трудовые условия там в конце концов. А в PricewaterhouseCoopers такого не было. Вот, поэтому этот безумный темп, когда у тебя сжатые сроки, иногда проекты пересекаются между собой, у тебя 2, иногда в худшем случае 3 проекта параллельно идут. Это некий стресс и это некая закалка. И вот благодаря этому, ну, я уверен, что вот я работаю там, где я работаю, потому что сейчас этот темп, он у меня, к счастью, сохранился. Вот. И я пытаюсь это своим коллегам тоже вот передавать. Ну и очень вот мне понравилось работа в PwC, я это сразу заметил, это вообще вся вот эта инфраструктура, ну, можно даже сказать, по-модному, там некая там экосистема, да, в которой ты работаешь, ну, атмосфера, лучше сказать, да. Если ты летишь в командировку, ты просто вот забиваешь там в базе, что мне нужно лететь там, не знаю, в Нижневартовск или куда-то. У тебя там сразу бронируют тебе билеты, такси до аэропорта, ну, тебе выдают компьютеры. У нас были очень классные компьютеры на тот момент, и нам так вот повезло, что нам выдали свежие. Обычно там по наследству передаются старые компьютеры, которые, ну, коллеги, которые перешли в другие компании, покинули PwC, а нам и повезло, нам дали IBM T450, это такие неубиваемые ноутбуки, выдавали локеры к этим ноутбукам, потому что, находясь у клиента, ты не можешь составить ноутбук свой просто так, ты должен его привязать там, к ножке или к чему-либо, да, потому что, ну, клиент может его забрать просто-напросто, и тогда все будет плохо. Вот. Мы полностью, вот именно в PwC, потому что я вот знаю, что коллеги, которые работали в KPMG, тоже компания с большой четверки, у них было не все настолько автоматизировано, как у нас. KPMG, они документировали всю свою работу в Word и в Excel. Ну, по крайней мере, нам так говорили. Мы, кстати, вот в такие самые сезонную работу, там, да, когда это годовые отчеты и так далее, пересекались часто в самолетах. Там было видно даже вот по ноутбукам, кто в какой компании работает. У KPMG, по-моему, были Dell. Вот. И они все документировали в Excel, в Word и так далее. А у нас в PwC у нас была база электронная, да, которую вот прямо очень комфортно заполнять. Все очень структурировано. И создавались вот такие рабочие условия, да, которые прям вот, ну, ты должен хорошо работать. Если ты плохо работаешь, у тебя там какие-то проблемы, потому что все уже за тебя сделано, по полочкам все разложено.
Вот. Ну, соответственно, вот этот опыт работы в международной компании, где высокие стандарты, я вот тоже его до сих пор сохраняю, вот пытаюсь у себя в компании тоже создавать такие условия, потому что сейчас все мы перешли на удаленку, там, мы закупили ноутбуки, кому надо, ну, в общем, пытаемся создать все те условия, которые необходимы для нормальной вот работы. Если человеку нужно какое-то дополнительное помещение, мы его арендуем, там, ну, в общем, пытаемся создать все условия для того, чтобы человек работал максимально продуктивно. Василий, спасибо большое. Я согласна, что как человек, который работал в КПМГ, хотела бы заступиться за эту компанию тоже. Там тоже высокий темп работы и отличный уровень условий труда. Офис находится там в Москва-Сити, тебе тоже отправляют командировки. Я только про базу говорил, я про базу. Хорошо, но я думаю, что с базой тоже все хорошо, потому что по крайней мере, когда я работала, таких проблем там не было. Спасибо большое. Но получается, основная суть в том, что в этих компаниях высокий темп работы, там тебя реально кидают на проекты, да, то есть, как Василий сказал, по сути, учат плавать таким образом, тебя просто кидают в воду и ждут, как ты всплывешь. Вот. Но это на самом деле не так страшно, это очень ценно. И Василий также отметил высокий уровень условий труда, который он, скажем так, который ему откликнулся, и он теперь внедряет и поддерживает этот уровень в своей компании. Здорово. Елена, давайте послушаем, что ты можешь прокомментировать, да, на вопрос, вот что тебе помогло, или как ты считаешь, вот почему нужно в четверке работать, чем вот опыт в этой компании полезен? Мгм. Ну вот я соглашусь с Василием, он сказал про высокий темп работы, и в этой связи, мне кажется, как раз один из основных навыков, который вырабатывается во время работы в большой четверке, это тайм-менеджмент, приоритизация и мультитаскинг. То есть когда вы успеваете сразу несколько задач решать. И мне кажется, это прям вот потом реально помогает в жизни оффлайн офиса, когда ты уже в семейной жизни начинаешь приоритизировать, тайм-менеджмент, организовывать 3 детей, мужа, там какие-то личные дела. И также мультитаскинг тоже очень пригождается. И помимо того, что вот большая четверка, она дает такие вот навыки персональные, мне кажется, одной из основных ценностей, которые возникает, это вот все-таки отношения с людьми, потому что когда вот работаешь в таких сплоченных командах, на интересных проектах, у тебя всегда возникают такие дружеские, теплые отношения, рабочие. И мне кажется, вот главная ценность вот действительно большой четверки, это вот из-за того, что у них человеческий капитал является главной движущей силой, в принципе, на проектах, да, поэтому команды собираются действительно тимплеер, это Dream Team, где вот вам реально комфортно работать. Все делается для того, чтобы вы работали. И вот в таких условиях отношения с людьми становятся прям вот действительно теплыми, дружескими, не только вот именно в рабочей обстановке. И еще плюс, помимо того, что прайс, он такой, например, ну, большая четверка, любая, она большая, у них матричная структура, каждый проект, он вкомпонует разные команды, и получается, что во время работы ты знакомишься с разными людьми. И если даже что-то вдруг не получится, с кем-то личный будут там перетерки, вы уже потом можете не пересекаться. И мне нравится, что помимо тайм-менеджмента, приоритизации и людей, это все-таки вот, ну, нетворкинг, потому что люди вместе с тобой растут, и в конце концов это вот общение с интересными людьми, с разным опытом. Он сохраняется уже на всю жизнь. Елена, спасибо большое. Я думаю, что про навыки тайм-менеджмента и мультитаскинга Елене стоит поверить как человеку, который построил и семейную жизнь, да, у нее 3 детей, и она сейчас руководит проектами удаленно в питерском офисе. Еще бы, конечно, тоже согласилась бы с тем, что нетворкинг окружение там потрясающее. Хотел бы еще послушать, что Дмитрий может добавить. Давайте послушаем Дмитрия. Дмитрий, тебе слово. Да, ну, конечно же, соглашусь и с Василием, и с Еленой в части того, что прежде всего это такой драйв, постоянный бег вперед. В общем, по крайней мере, вот мне работа в большой четверке, она позволила окунуться в такую атмосферу, специфику проектной работы, когда ты постоянно бежишь вперед, когда у тебя есть возможность посмотреть на разные компании. Там у нас, например, в отделе проекты обычно длятся там, месяц, полтора, там, 2 месяца, может быть. Проект заканчивается,
посмотрели компанию, проанализировали, поехали дальше. Следующая компания. Совершенно другой бизнес может быть. И получается, что есть возможность посмотреть как на разные компании, так и на разные бизнесы совершенно, на то, как они работают, какие у них есть особенности, какие стандарты. Э, То есть происходит расширение твоего кругозора, профессионального кругозора. Ну и кроме того, так же, как уже Василий и Елена упоминали, очень важный аспект– это люди, окружение в команде, атмосфера в команде. К счастью, мне всегда практически, можно сказать, всегда попадались по-настоящему крутые коллеги, там, не только с точки зрения каких-то профессиональных знаний, но и в части soft skills, так называемых, в части коммуникации и опыта. Ам, Работая в такой команде, с такими людьми, сам начинаешь волей-неволей развиваться, соответствовать стандартам компании, стандартам практики в целом и развивать свою экспертизу, свои навыки. В основном мы работаем в такой дружелюбной атмосфере, и со многими, с кем я работал еще в начале карьеры, в аудите, продолжая общаться, видеться, мы стали настоящими друзьями, так сказать. И это реально уже такая существенная часть моей жизни, общение с коллегами, с бывшими коллегами, с друзьями. То есть такая уже, э, скажем так, коммуникация переходит уже на другой несколько уровень. Спасибо, Олеся. Спасибо, Дмитрий. Да, Дмитрий тоже подметил окружение, дружелюбную атмосферу и, мне кажется, одно из важных тоже расширений профессионального кругозора, так как в этих компаниях очень много разных проектов и есть возможность попробовать себя в разных сегментах и получить опыт более широкий, более объемный. У нас есть вопрос от участника, он звучит так: как повысить шансы приема в четверку? Там кейсы или что-нибудь еще? Кто-нибудь, кто из наших спикеров готов прокомментировать? Василий, Елена, Дмитрий, Елена. Мгм. Мне кажется, на этот вопрос как раз-таки будет ответ на втором блоке, когда и Алина, и Талина поделятся своим личным опытом и своими наблюдениями. В целом шансы, ну, мне кажется, они прям вот развернуто дадут ответ. Да, спасибо большое, согласна. У нас как раз есть девушки, да, вот Алина и Айталина, они не так давно работают в этих компаниях, и как раз они могут рассказать, что им помогло и как они считают, что может помочь ребятам, которые хотят в четверку. Сейчас я хотела бы еще раскрыть тот момент, что, как Елена уже сказала, четверка очень много ресурсов посвящает обучению сотрудников и его развитию. Там же ребята проходят обязательные курсы, в том числе ACCA. Сейчас Василий как раз расскажет, что же это такое, коротко, да, и в чем польза. Василий, тебе слово. Да, сейчас постараюсь очень быстро ответить. Запущу демонстрацию экрана. Пожалуйста, поставьте плюсики, если все видно. Видно? Да. В общем, здесь, кстати, я частично отвечу на вопрос Юрия, что повысит шансы трудоустроиться в компанию, в одну из компаний большой четверки. Вот я уверен, когда я проходил собеседование, что главную роль сыграло то, что я сказал о том, что я хочу получить членство в ACCA. Потому что очень многие коллеги вот с моего потока, они даже не знали, что это такое. А нам в университете, ну, как я сказал, приходили ребята модные из большой четверки, и наши преподаватели говорили об этом, то, что если ты хочешь пойти по пути вот бухгалтерского отдела и финансов, тебе нужно обязательно иметь членство либо в ACCA, ACA, ну или какой-то вот похожей организации, которая подтверждает некие компетенции. Давайте я вкратце вот расскажу, что такое ACCA. Вообще она была основана в 1904 году, имеет очень большую историю. Ну, по-русски, наверное, будет звучать как Ассоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров. Вот. Но здесь как бы я хотел бы немножко говорить за то, что бухгалтер – это все-таки не счетовод. Да? Бухгалтер – это как аккаунтант. Это человек, который не просто знает, как проводить проводки, он знает, как читать баланс, он знает
те вещи, о которых я вам расскажу позже. Вот. Наверное, здесь ключевое с этого слайда – это то, что ассоциация присутствует в около 180 странах мира, и, соответственно, это, по сути, тот список стран, где вы можете трудоустроиться, имея вот это членство. Что касается России, то более 3500 членов ACCA, это в том числе мои друзья, которые сейчас спикеры, это я, Елена и Дмитрий. Также вот будущие члены, это у нас Айталина и Алина, которые выступят во втором блоке. Они предлагают различные квалификации, но самая основная, я вот расскажу в следующем слайде, здесь вот я хотел показать, это аккредитованных работодателей. То есть это те, кто ценят, что их сотрудники имеют либо учатся, либо имеют членство в ACCA. Этот перечень достаточно большой, ну и он, конечно же, не полный. Здесь вот видно логотипы компаний большой четверки, но еще и многие другие. Вот сейчас бы более подробно хотел рассказать о квалификации ACCA. Вот что для этого нужно сделать? Во-первых, нужно сдать 13 экзаменов на английском языке. Когда я получал членство, было еще 14. Они потом, насколько я помню, объединили 2 экзамена. Обязательно надо пройти онлайн-модуль по профессиональной этике. Но это, как правило, делают в конце, после того, как ты подтверждаешь вот 3 года опыта работы в области финансов и бухучета. Вот. Ну и, соответственно, для того, чтобы получить членство, вот нужно пройти этот достаточно долгий путь. Кто-то это делает за 3 года, кто-то это делает, наверное, суперзвезды какие-то за 2. Сейчас вообще экзаменационных сессий уже стало больше. Когда вот я получал членство, их было 2 сессии, но потом, да, я уже вот последний экзамен сдавал, когда в год можно было сдавать 4 сессии, я этим воспользовался. Было очень удобно, кстати. Иначе вот надо ждать полгода, ну, вдруг, да, я проваливал некоторые экзамены, и приходилось вот ждать полгода для того, чтобы их пересдать. И вот здесь, на этом слайде, он основной, я бы хотел показать предметы, которые нужно знать. Здесь есть обязательные экзамены, есть те, которые ты выбираешь, options. И вот видите, здесь вот то, что касается бухучета непосредственно, да, всего лишь 3 предмета. Все остальное – это финансовая отчетность, это финансовый менеджмент, налоги, это право. То есть вот кто такой аккаунтант. Это не счетовод. Аккаунтант – это тот, который, ну, по сути, стратег. Это человек, который принимает стратегические решения, это руководитель. И еще вот такие плюсы большие ACCA – это то, что, сдав вот уровень Applied Knowledge и Applied Skills, можно получить диплом бакалавра в Oxford Brookes University. Вот. И также в ACCA есть такая особенность за то, что если ты член ACCA, ты можешь получить степень магистра в университете Лондона за полгода. Вот. Это гораздо дешевле и это гораздо быстрее. Василий, я бы хотела еще у тебя уточнить, а вот расскажи, в жизни тебе как пригодились эти знания? Ну, эти знания пригодились мне прям вот до сих пор, они мне нужны на самом деле, пригождаются. Но так как вот у меня сейчас получается в основном работа связана с финансами. У нас акционерное общество, венчурная компания «Якутия». Соответственно, я вот со своими коллегами разговариваю на одном языке. Будь то корпоративный наш секретарь, я знаю, что такое корпоративное управление, знаю это его суть. Финансовый у нас директор есть, да, это то, что я делаю, это вот та база, которая была заложена в ACCA, она до сих пор у меня присутствует, и это некий вот так комплексные знания, которые вот позволяют тебе быть руководителем. Ну и плюс я эти знания применяю также вот в общении с нашими стартапами, так как эти знания им также вот необходимы, и очень много то, что вот я получил из ACCA, они применимы и для стартапов. Потому что любой бизнес – это все равно так или иначе про финансы. И компания должна знать, что такое корпоративное управление, потому что если ты поднимаешь большой раунд инвестиций, ты создаешь сложную структуру, совет директоров и так далее, ну это все вот прекрасно вот рассказывают на лекциях ACCA. Супер, спасибо большое, Василий. Я знаю, что у нас еще Дмитрий сдавал сертификат первого уровня CFA. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, что это за сертификат, чем он отличается от ACCA и чем пригодились тебе знания? Да, несколько лет назад я тоже получил сертификацию ACCA, и вот в прошлом году я действительно вступил на такую новую для себя дорогу и сдал первый уровень CFA. Эта квалификация CFA, она состоит из 3 уровней, в отличие от ACCA, где там 13 экзаменов, как Василий сказал. Но при этом CFA проводит экзамены 1 раз в год, для первого уровня 2 раза в год, по-моему, может сдавать. Ну и при этом экзамен по CFA длится целый день.
И в этом экзамене там, за один день охватывается и экзаменуется сразу все предметные области, которые в него входят. CFA, он в большей степени ориентирован на инвестиционный анализ, и поэтому основной упор в части материалов, наполнения экзамена он делается на статистику, ценные бумаги, этику при работе с ценными бумагами и инвестициями. И вот, как Василий говорил, что ACC – это в основном про такие финансы, в том числе финансовая отчетность, финансовый менеджмент, аудит, управленческий учет, то экзамены CFA в основном сдают люди, которые работают в инвестициях, в сфере сделок, либо финансовых учреждениях, или инвестиционных учреждениях. И я начал сдавать CFA, потому что у нас в отделе в основном как раз выбирают CFA для сдачи в качестве профессиональной квалификации. И плюс подумал, что это хорошая, отличная возможность для того, чтобы приобрести новые знания в части инвестиционного анализа, инвестиций, ценных бумаг. И вот CFA для этих знаний как раз является большим подспорьем. Но если говорить про то, пригождаются ли эти мне знания, нужны ли они мне, конечно же, нужны, пригождаются постоянно. Эти знания от сертификации, они в работе нужны бывать довольно часто, и когда нужно отчетность компании анализировать, выявлять подводные камни, какие-то рискованные моменты, либо выявлять какие-то области, на которые нужно обратить внимание клиента. И тут на помощь приходят все знания, все материалы, умения, которые содержались как в ACCA, так и в CFA. Спасибо, Олеся. Дмитрий, у нас еще вопрос от Виктории. Скажи, пожалуйста, на каком языке ты сдавал CFA? На английском, так же, как и ACCA. Ага, то есть эти все-таки международные сертификаты, поэтому они Да. сдаются на английском языке. Смотрите, у нас есть ряд вопросов от участников. Я бы сделала так, мы частично будем отвечать на них письменно, да, а те, которые мы считаем самые важные, и мы обсудим устно. У нас очень много вопросов посвящено работе на первых порах, скажем так, работы в четверке. Мы на них ответим вот буквально через несколько минут, потому что у нас будет второй блок спикеров, которые не так давно начали свою карьеру именно в этих компаниях. Поэтому терпение. Мы сейчас как раз завершаем первый блок. Давайте его завершим, наверное, таким общим вопросом. Вот, что вы можете посоветовать ребятам, студентам, да, молодым специалистам, которые хотят свою карьеру построить в финансах? Василий, мы, как обычно, начинаем с тебя. Тебе слово. Спасибо, Олеся. Ну, наверное, вот мой первый совет был бы то, что вот надо изучать своих будущих работодателей и сделать это как можно раньше. Я бы даже рекомендовал, начиная с первого курса, потому что в процессе учебы, понятное дело, то, что какие-то предметы более интересны, какие-то нет. Где-то вы уже знаете, куда точно не пойдете. Например, я точно знал, что не стану юристом, это 100%, хотя у меня специальность достаточно такая широкая. Вот. И, как я вот сказал, да, вот, наверное, основной момент, что зацепило людей, которые меня собеседовали, это то, что я говорил о том, что я хочу стать членом ACCA, плюс я также на тот момент сдавал промежуточный экзамен, так называемый DPIFR, который зачитывается вот из этих 13 экзаменов. Соответственно, я знал об этом, да, и я об этом сказал. И это повысило шансы вот моего трудоустройства, я уверен, 100%. Ну и вообще дальше вот по ходу своей карьеры я также изучал максимально своих работодателей и во время собеседований задавал правильные вопросы и, соответственно, сам, можно сказать, диктовал ход собеседования, потому что я знал, кто мой работодатель. А второй совет – это уже более такой технический, так скажем. Да, сейчас, будучи руководителем венчурной компании «Якутия», я осознаю то, что все равно моя работа связана с финансами, с инвестициями и так далее. И для того, чтобы оставаться востребованным в будущем, потому что сейчас не заканчивается, сейчас все только начинается, я точно знаю то, что мне нужно знать, что такое программирование и уметь программировать. Поэтому я взял курсы, это, получается, готовлюсь к специальности Data Scientist, изучаю Python. Вот. Интересно, прикольно, ну и я просто знаю то, что это мне поможет в будущем 100%. И
быть финансистом классным этого недостаточно, нужно иметь какие-то другие компетенции. Кстати, вот изучать программирование мне порекомендовал достаточно успешный тоже вот якутянин, он живет в Нью-Йорке, управляет хедж-фондом огромным, это миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов под управлением, и он мне об этом сказал. Поэтому, что делать? Надо дальше учиться, и, соответственно, я это делаю. И третий такой совет, он, наверное, так скажем, больше жизненный, что ли. Приведу там 3 ярких примера, которые вот очень сильно вот на меня повлияли. В общем, не надо быстрее надо снимать розовые очки, потому что ребята рассказали свои истории, я в том числе, но не все было так ровно гладко. На работе всегда будет тяжело, особенно вот в самом начале. У меня вот была такая история, то что один из моих первых проектов, по-моему, даже первый проект был, я попал к человеку, который уже собирался покидать компанию, это я выяснил потом, и потом понял, почему вот было такое поведение и так далее. В общем, этот человек не вкладывал в меня абсолютно, то есть я был совсем по себе, пытался вот каким-то образом выкрутиться из ситуации, мне дали там кучу заданий, какие-то векселя, там еще что-то, позвонить контрагентов, что-то с них получить, вот. И я получил катастрофически низкую оценку. А это очень серьезно влияет вот на повышение. Я просто был уверен, что, наверное, меня не повысит, потому что эта оценка, у меня всегда были неплохие оценки, а вот тут была прямо крайне низкая. Я был просто в шоке, но тем не менее меня повысили. Там потому что раз в год собираются партнеры, менеджеры и обсуждают вот всех ребят, которые готовы или не готовы к повышению. Ну и слава богу, мне повезло, что как бы эта оценка. Я на самом деле даже благодарен вот этой девушке за то, что она так поступила, потому что это некая школа жизни. Ты уже осознаешь, что не все так просто, бывают разные ситуации, и надо правильно на них реагировать. Ни в коем случае не опускать руки и двигаться дальше. Вот второй такой кейс, да, это уже тоже вот связан с PwC. Вот был такой партнер, Рахул Суд, он американец, очень опытный, и он мне дал таких 2 больших урока. Во-первых, я вот очень хорошо помню, я работал на проекте Integra, это нефтесервисная компания, было 5 человек, партнер, старший менеджер, старший консультант, и вот я, консультант-аудитор. Мне сказали то, что моя задача будет просто документировать встречу с техническим директором. И я взял ноутбук и пошел прям так бодренько вместе со всеми. И шел последним. И потом почему-то я шел рядом с Рахулом, я не знаю, в какой момент, видимо, задал ему вопросы, и, возможно, из-за этого он меня решил проучить. Он прям постучался в эту дверь 3 раза, тук-тук-тук, и потом смотрит на меня, я помню его серьезный взгляд и говорит: ты будешь вести встречу. Все, у меня там, я не помню, какие у меня были мысли в голове, это был действительно шок такой, потому что я был не готов абсолютно, это полный вот ноль. Я просто взял с собой ноутбук и блокнотик. Вот. И совещание длилось там около часа, было больно, я всяко-разно выкрутился, но у меня был хороший английский, куча технических терминов я не знал. Вот. Но в итоге, в общем, когда совещание закончилось, Рахул говорит: ну все прошло неплохо, ты молодец. Ну как бы по глазах читалось: вот тебе урок. Но он, знаете, что сказал? Он сказал: ты должен быть готов к таким ситуациям всегда. И это вот сохранилось у меня в голове до сих пор. Когда я иду на какие-то встречи, собеседования там или еще что-то, я всегда пытаюсь изучить своего того человека, с которым вот я буду вести переговоры. Вот. И третий вот такой урок был, да, тоже от Рахула, это когда тоже мы сидели на проекте Integra, большая команда, и тут мы что-то начали, там была вот как раз пора экзаменов и так далее, и кто-то из ребят вот начал говорить о том, что, кажется, мы экзамены не сможем сдать, потому что мы слишком заняты на проекте. Вот. И я потом тоже эту тему подхватил, говорю: да, действительно, что-то тяжело, походу мы не сдадим. Потом Рахул на нас всех посмотрел, и не буду говорить дословно, там, да, переводить, что он сказал, но, в общем, сказал: вытрите сопли, соберитесь и просто сделайте это. И потом я понял, что стоит партнер, который прошел через все это и достиг вот высот. И с тех пор вот я уже знаю то, что нужно и работать, нужно и учиться, и это делать постоянно. Спасибо. Супер, спасибо большое, Василий, за такие интересные жизненные истории, да, немножко из сурового реалити, скажем так. Вот, я бы хотела обобщить, что, да, я услышала, какие советы от Василия, это что нужно постоянное развитие, да, изучение, вот он еще посоветовал максимально заранее изучать своих потенциальных работодателей и быть готовым ко всему.
Вот. И такой очень профессиональный совет был, да, для финансистов, мне кажется, да, что сейчас очень актуально и в тренде изучать навыки программирования. Вот, поэтому имейте это в виду. А мы сейчас послушаем тогда, что нам советует Елена. Елена, прокомментируй, пожалуйста, ты. Спасибо, Олеся. Я бы очень порекомендовала, конечно, вот если вы только заканчиваете университет, либо уже только выпустились, попробуйте большой четверки. Это хороший старт. Это, знаете, компании, которые с эффективной рабочей средой. Вы увидите, как люди строят рабочие отношения, вот это высокие стандарты, как это должно все работать. И в это время одновременно как бы большая четверка дает очень хороший опыт. Вы будете вовлечены во все процессы, там, начиная с начальных позиций, вы будете видеть, может быть, ну, как компания погружает вас в рабочий процесс постепенно. Не то, чтобы там совсем прям бросает, но, во всяком случае, даже если дает задание, всегда вам дает инструкции, обучает, что и как должно быть. И мне кажется, что, несмотря, конечно, все говорят, что большой четверки много работает, там, овертаймы, возможно, не нормированный рабочий день, но это тоже интересно, это драйвовая атмосфера, это классные команды, это хороший опыт, когда можно вот, когда ты молод, весь пышешь здоровьем, можешь инвестировать свое время в работу, которая тебе нравится. И я вот рекомендую стажировку, чтобы просто попробовать. Не факт, что я не призываю всех говорить: о, это классно, стажировка всем подойдет. Нет, конечно, кому-то понравится, кому-то нет. Вы увидите, насколько вам это близко или нет. И мне нравится еще подход большой четверки, что они не всегда смотрят на вот профессиональный, ну, на бэкграунд. То есть для них все-таки больше имеет значение личные качества людей. Ты должен быть тимплеером, то есть командным игроком, готовым обучаться постоянно, быть открытым всему новому. И это все собирает классную команду, которая вот может вместе работать. И если вы хотите посмотреть, попробовать большой четверки, там офисы находятся в Новосибирске, Екатеринбурге, ну, из тех, что я знаю в Прайсе, да, и Ростов-на-Дону, по-моему, там тоже есть. В общем, можно попробовать. Отслеживайте вот эти вот мероприятия, которые проводят компании. В нашем раздаточном материале мы хотели бы вам разослать ссылки, где вы сможете увидеть, какие мероприятия проходят для студентов и молодых специалистов. И сейчас вот в условиях пандемии они очень многие перешли в онлайн-формат. И вы, находясь, как говорится, на расстоянии, можете попробовать свои силы вот в этих мероприятиях онлайн, посмотреть, насколько вам это нравится. Вас могут заметить на этих мероприятиях, вам могут предложить пройти собеседование. И говорят, что даже вот сейчас рассматривают ситуацию, что у нас будет новый набор осенью, они будут вовлекаться в работу уже в дистанционном формате. И это здорово, что компания позволяет, ну, то есть не нужно приходить в офис. Вот компания очень хранит всех своих сотрудников, защищает от пандемии. И сейчас, мне кажется, как раз хорошие шансы вот попробовать дистанционно что-то как-то на всех этих мероприятиях поучаствовать. Мгм. Спасибо большое, Елена. Я хотела бы тоже еще сказать, и Елена как раз уже об этом упомянула, что мы для всех участников, которые пришли к нам на мероприятие, мы подготовили раздаточный материал, где мы оставили ссылки, с помощью которых вы можете посмотреть и отследить, какие мероприятия проходят там в большой четверке, по крайней мере, в PricewaterhouseCoopers. Вот. И давайте послушаем тогда совет от Дмитрия. Дмитрий, тебе слово. Олесь, спасибо. Ну, мой основной совет, думаю, он будет связан с тем, что я бы советовал развивать в себе как hard skills, так и soft skills. Ну, если переводить, то есть следует развивать как свои знания и умения в части технической стороны, там какие-то общие компетенции в качестве в программном, различным продуктам программного обеспечения и так далее, так и универсальные свои привычки, универсальные навыки. Вот, например, Василий говорил про программирование, я бы упомянул там, знание программы Microsoft Excel. Сейчас Excel просто это must в финансах, и уметь работать с основными функциями и фишками Excel – это то, что сейчас ожидают работодатели уже там, с самого начала твоей работы в компании. Также и английский язык. Там, хотя бы на каком-то среднем разговорном уровне его знать уже необходимо. К сожалению, там, знание английского уже не является конкурентным преимуществом. Сейчас это же просто данность и необходимость, без которого резюме в крупную международную компанию, например, могут даже и не рассмотреть.
Что касается soft skills, то я бы прежде всего отметил коммуникабельность, открытость, открытость к людям, открытость ко всему новому, новым знаниям, пытаться не стоять на месте, учиться, открывать для себя новые знания, какие-то новые вещи, там тоже программирование изучать. Для этого хотя бы нужно желание и стремление это начать. Ну вот, с вашего разрешения тоже расскажу небольшую историю про свое начало, про свой первый проект. Это был аудит строящейся электростанции в Красноярском крае. Мне сказали, что нужно будет туда поехать и смотреть все на месте. Сказали, что это далеко. Ну, я сам из Мирного, казалось бы, из Якутии, казалось бы, куда дальше. Так что перспектива поездки, например, меня не особо впечатлила. Но в итоге мы пролетели туда, до Красноярска 4 часа на самолете, потом проехали еще 14 часов на поезде, 3 часа на машине, добрались почти на край мира. Естественно, и в самой работе там было много трудностей, которые приходилось преодолевать днями и ночами с помощью коллег. Ну и в целом мой основной посыл, что не надо бояться новых вызовов и пытаться развиваться разными путями. Да, спасибо, Олесь. Спасибо большое, Дмитрий. Мне кажется, были очень классные советы. Я бы предложила сейчас перейти ко второй группе спикеров, чтобы успеть послушать их и ответить на вопросы, которые были заданы. Алина и Талина, давайте мы с вами сейчас познакомимся. Начнем с Алины. Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь и на какой вы должности, где работаете? Всем привет, меня зовут Алина, я являюсь старшим консультантом в отделе аудита в офисе PwC в городе Новосибирск. Я окончила бакалавриат финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета по профилю мировая экономика в 2017 году, и получается, я вот уже 3 года работаю в аудите. Спасибо большое. Айталина, давай познакомимся с тобой. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Всем привет, меня зовут Айталина, я работаю в прайсе в московском офисе уже 2-й год, работаю консультантом. Закончила я бакалавр ФИ СФУ и магистратуру в РАНХИКСе в Москве. На этом все. Супер, спасибо большое. Так коротко о себе рассказали. Алина, расскажи, пожалуйста, как ты прошла большую четверку? Я была, по-моему, одним из первых студентов, который прошел собеседование в большую четверку, находясь в Якутске. То есть я никуда не вылетала, тогда это нужно было делать, потому что не было еще такой крутой системы, как онлайн-собеседование или онлайн-тесты, которые мы практикуем сейчас. Вот. Вышло так, что коллеги из новосибирского офиса, уже мои коллеги, получается, они находились здесь в ежегодной командировке у клиента и посетили наш вуз с мастер-классом. Я записалась на этот мастер-класс, и прошла мастер-класс был, по-моему, по прохождению собеседований. И после прохождения мастер-класса всем желающим предложили попробовать свои силы в прохождении собеседований и тестов уже в офисе PwC в Новосибирске. Я решила, почему бы и нет. Прошла тесты, прошла собеседование с старшим менеджером, тесты по бухгалтерскому учету и английскому языку. И через 2 недели меня пригласили на второй этап собеседования. Я прошла 2 уже онлайн-теста по логике и математике и прошла скайп-собеседование с HR. И вышло так, что через 2 недели мне написала наша HR и предложила работу. То есть я получила свой оффер, еще будучи студентом 4-го курса, где-то в марте, еще далеко до ГЭКа, ГАКа, и уже знала, куда пойду работать после учебы, в общем. У меня всё. Алина, это очень круто, да? Я еще раз повторю, что Алина — это первая, по-моему, девушка, которая попала в новосибирский офис PricewaterhouseCoopers, то есть будучи, проходя отбор в Якутске и даже не заканчивая еще университет, да? Айталина, расскажи про свою историю, как ты попала в большую четверку? Я попала в прайс со 2-го раза только. В первый раз я узнала вообще про эту компанию как раз-таки от Алины. Я зашла, напомню, на сайт, проходила тест по математике онлайн и по логике. Я завалила один из них, и, мне пришел отказ, естественно. И как-то я уже и забыла про эту компанию на какой-то период времени. Потом я поступила в магистратуру в Москву, и когда уже встал у меня вопрос о нахождении работы, я подумала, почему бы не попробовать туда еще раз податься. Зашла опять-таки на сайт, все сделала это онлайн, прошла там 2 теста.
Потом мне позвонили, сказали, что приглашают меня на собеседование с HR, потом было собеседование с менеджером и с партнером. Ну и получается, меня взяли на стажировку после прохождения всех этих этапов. Вот так вот у меня было. Круто, да? Получается, что не с первого раза ты прошла, Да. но со второго у тебя все получилось. И сейчас Алина работает в московском офисе. И сейчас тогда еще такой вопрос. Алина, расскажи, вот, ну, я сама по себе знаю, да, что отбор туда непростой. Поделись, пожалуйста, как ты считаешь, что тебе помогло пройти в компанию? Ну, мне, скорее всего, помогло то, что я смогла произвести изначально хорошее впечатление на менеджера при очном собеседовании в Якутске. У меня достаточно хороший уровень английского языка, и думаю, что, ну, был выбор проходить собеседование на русском или на английском языке. Я выбрала на английском, и думаю, что это сыграло какую-то роль в том, что я выделилась из остальных, ну, студентов, которые хотели пройти на работу. Вот. Ну и, наверное, в целом еще большую роль сыграли мои навыки коммуникации, которые я получила во время учебы в университете. Я постоянно участвовала в различных конференциях, конкурсах, деловых играх и так далее. Вот. Ну, то есть вот эти вот два софт-скилла, навыки коммуникации и английский язык, скорее всего, мне помогли получить работу. И причем я Спасибо даже не большое, имела да? профильного образования. Супер, да. То есть получается, даже не обладая профильным образованием, можно поступить в компанию, да, если, ну, в плане, если у вас хорошо развиты именно софт-скиллы. Италина, ты поделись, пожалуйста, как ты считаешь, что тебе помогло пройти отбор? Но я считаю, что у меня тоже нет профильного образования, то есть я закончила ФИ СФУ по профилю экономика направления страхования, то есть это не является профильным, то есть это не бухучет, но тем не менее именно диплом СФУшный со строчкой страхования мне помог, мне кажется, устроиться в прайс, потому что как раз-таки меня взяли в страховую команду, и в приоритете у меня сейчас аудит страховых компаний конкретно. Вот. Но также я еще готовилась тщательно ко всем собеседованиям. Я прям помню, я сидела, гуглила там вопросы, на всякие форумы заходила, там, что могут задавать на собеседованиях. Вот. Ну и потом у HR спрашивала тоже примерно, что будет на собеседованиях, там, с менеджером или с партнером. Вот, поэтому, наверное, тщательная подготовка, и ну, мне повезло просто то, что у меня диплом такой оказался подходящий. Вот так. Супер, спасибо, да. Ну, то есть все равно, не имея профильного образования, тоже можно Да. пройти, но если ты имеешь профильное образование, это тоже плюс огромный. И, естественно, подготовка. Алина, поделись, пожалуйста, как ты считаешь, ну, что тебе нравится? Вот ты сейчас работаешь в Новосибирском офисе, что ты можешь отметить, что тебе там нравится именно в этой компании? Ну, наверное, все-таки один из главных плюсов работы в PwC — это коллектив, как уже отметили для меня мои коллеги. У нас в Новосибирске достаточно маленький офис, у нас всего около 50 сотрудников там, и мы все очень дружно общаемся, мы проводим корпоративы, летом ездим на Алтай, зимой там на горнолыжные курорты Шерегеш, постоянно участвуем вместе в каких-то спортивных соревнованиях, либо, ну, выезжаем просто на шашлыки, просто проводим время вместе. Вот. И я уверена, что даже после окончания работы, когда я, ну, в будущем решу там уйти, то я все-таки буду поддерживать отношения с большинством из своих коллег. Вот. Ну и второй плюс, который я хочу отметить, это хороший соцпакет и возможность обучаться за счет компании, то есть возможность проходить обучение и сдавать те же самые экзамены АС за счет компании. В этом плане нас очень сильно поддерживают. Действительно, компания много ресурсов вкладывает в сотрудников, и ну, видно, что сотрудники для компании все-таки на первом месте. Вот. Ну и также еще из больших плюсов для меня хочу отметить то, что у нас довольно быстрый рост по службе. То есть мало в какой компании есть возможность уже через 2-3 года поработать себя в руководящей должности. Сейчас я старший консультант, и у меня уже есть небольшая команда, которой я руковожу, являюсь промежуточным звеном между консультантами и менеджером, получается. И этот опыт очень ценен, особенно в таком возрасте, ну, достаточно юном возрасте. Мне всего 25 лет. Круто, Алин, спасибо, что поделилась, да, то есть ты уже, получается, получаешь опыт такой руководителя, да, и управлениями каким-то направлением работ. Италина, а ты поделись, пожалуйста, что тебе нравится в московском офисе Прайса? Ну, я не буду исключением, я тоже скажу про коллектив. Как раз был вопрос от Василия, кажется, вообще какова атмосфера для стажеров в прайсе. Конечно, когда приходишь в большую компанию, всегда сталкиваешься с какими-то страхами, но в прайсе, по крайней мере, наверное, во всей большой четверке тоже так же, коллектив очень дружелюбный, то есть все очень открыты и стараются тебе помочь. На первых порах особенно это чувствуется. Вот. Но еще, наверное, плюсом является эта строчка в резюме, то, что все-таки это престижная работа в большой четверке, и все понимают, что это колоссальный опыт
если ты проработал, то, скорее всего, тебя возьмут, наверное, то есть ты уже будешь конкурентоспособным, в отличие, наверное, от других. Ну, как опять-таки у Васи был пример хороший. Мгм. Он Мгм. говорил ранее об этом, что на него повлияло, эта строчка в резюме. Супер. Спасибо большое. И, наверное, мы завершим тогда сессию вопросом. Как вы считаете, что может помочь ребятам, которые тоже хотят большую четверку сейчас, именно пройти отбор? Ну, думаю, большим плюсом, как вы уже говорили ранее, было бы наличие пары сданных экзаменов CCA, так как это показывает мотивацию для работы в финансовой сфере, ну, в любой компании большой четверки. Вот. Ну, или хотя бы начать процесс сдачи данных экзаменов, потому что я знаю, что вот даже при моменте регистрации, если у вас профиль бухгалтерский учет или финансовый кредит, то некоторые экзамены могут быть засчитаны. Вот. Ну и, конечно, на первом месте это мотивация. В первую очередь смотрят на вашу мотивацию работать, то, что вам действительно вот эта сфера интересна, и вам действительно хочется пробовать себя в большой четверке. Ну и вообще я бы всем студентам посоветовала как можно раньше озадачиться вопросом своего трудоустройства, как это сделала я в свое время, потому что это поможет им избежать лишнего стресса и как-то более комфортно влиться уже в самостоятельную жизнь. К примеру, вы можете пробовать пройти отбор, тем более это сейчас можно сделать онлайн очень, очень легко и просто. Ну, просто попробуйте, вот. У меня такой посыл. Мгм. Спасибо. А Италина, что ты от себя можешь добавить? Ну, я хочу посоветовать работать тщательно над своим резюме, то есть писать все очень честно, то есть все, чем вы владеете. Также повторюсь за всеми выше, за всеми ребятами, которые выше высказывались по поводу программирования. Сейчас в прайсе конкретно, да, очень это приветствуется, если вы владеете или учитесь, или хотя бы, да, владеете какими-то базовыми знаниями языков программирования. Это огромнейший плюс будет. Вот. Ну и также помните, что образование все-таки не обязательно должно быть профильным. Мы все отличные примеры тому. Вот. Ну и не бояться, наверное, да, и стараться показать себя в лучшем свете, как и везде, в принципе. Супер, спасибо большое, Айта. И сейчас, мне кажется, будет один из самых таких ярких вопросов, которые задали участники. Это вопрос от Василия Жиркова. Он слышал, что на стажировках в большой четверке стажер выполняет рутинно бесполезную работу. Это копирование бумаги, перекладывание ее из стороны в сторону, написание простейших писем и жесткий овертайм до 11-12 вечера. Что на самом деле делают стажеры и какова атмосфера в компаниях для стажеров? Кто может прокомментировать? Алина, можешь прокомментировать? Да, я могу Мгм. прокомментировать. Ну, на самом деле, ну, я не была стажером, я пришла сразу на должность консультанта, вот, но я работала со стажерами, и, естественно, у меня в команде есть стажеры. Я могу прокомментировать, что нет, на самом деле такого нет. Стажеры очень многому учатся во время работы с нами, по крайней мере, ну, могу сказать за свой офис. Они действительно делают большие шаги в финансовой сфере, и я думаю, вот время именно стажировки они могут понять, что действительно хотят ли они действительно работать там. Поэтому стажировку, если вот ставить вопрос, проходить стажировку или нет, я всегда за то, чтобы проходить стажировку, чтобы примерно понять, что от вас будут ожидать в будущем при работе в Мгм. различных. Спасибо. А Италина, тоже прокомментируй, пожалуйста, как человек, который стажировку проходил. Я думаю, интересно будет Да, послушать. да, ну, опять-таки, я вот там уже написала ответ, но я повторюсь то, что, в принципе, от стажеров требуется то же самое почти что, как и от консультантов. По поводу работы, овертаймы — это не всегда. То есть все понимают, что ты стажер, что у тебя наверняка еще есть учеба какая-то, да. То есть никто там вас за руку не держит и не заставляет оставаться допоздна. А, Атмосфера очень приятная, то есть все тебе помогают. Вот реально вот я очень удивилась, потому что я пришла с таким страхом туда, но все мне помогали очень сильно, и в целом у меня стажировка, ну, прошла очень успешно, я считаю. Было очень много работы, просто работа с первичной документацией, работа с какими-то строками отчетности, которые не очень сложные. Вот. Ну и, в принципе, на самом деле, все то же самое, что и консультанты, но просто в меньшем объеме. Как-то так. Супер, спасибо большое за ответ. Дорогие наши зрители, есть ли какие-то вопросы, которые мы еще не покрыли, потому что часть вопросов мы уже, спикеры отвечают на них письменно, но такие вопросы, какие курсы посоветовали, да, вот Василий скинул, допустим, ссылку. Вот, еще хотела прокомментировать вопрос
про подготовки в четверку, там был вопрос от Юрия, он спрашивал, нужно ли готовиться к кейсам. Хотела сделать допущение, да, что мы сейчас говорим про четверку как построение карьеры в финансах. В четверке есть еще несколько направлений. Это сам консалтинг, самое большое, наверное, направление – это аудит, и еще есть налоговое консультирование, и в зависимости от того, куда вы подаетесь, там нужны определенные, ну, как бы своя подготовка, да, там в зависимости от того, куда вы подаетесь, нужны определенные навыки, поэтому сейчас мы в основном говорили про развитие и работу в финансах, точнее, в финансовой сфере. Вот. Но если вы хотите в консалтинге работать большой четверг, вот для этого тогда кейсы, скорее всего, подойдут. Алися, позвольте пару вопросиков задать в тему. Да, Юрий, самый смелый у нас. Задавай, пожалуйста, вопрос. Послушай. Ну, сам вопрос я хотел контекст озвучить. Всем привет, меня зовут Юра. В первую очередь хотелось поблагодарить всех спикеров. Очень было полезно и приятно. Даже пару моментов записал. Меня удивил факт, что можно с помощью сертификата получить диплом в Лондоне. Через эту информацию. Сам я, к сожалению, или к счастью, с финансами не связан. Я работаю в нефтянке. И в бытности моей молодости, в студенчестве, у меня была группа друзей, которые всегда говорили «большая четверка», то «большая четверка» — все. В то же время была параллельно другая группа друзей, которые говорили «большая тройка», то «большая тройка» — все. И в этот момент в моей голове происходит диссонанс, я не понимал, о чем мне говорят. Вот вы сейчас упомянули различия. Не могли, пожалуйста, очертить, в чем отличие четверки и тройки? Можно я прокомментирую, да? Как человек, который работает в консалтинге, все-таки большая тройка – это топовые 3 международные компании, которые специализируются на консалтинге стратегическом. То есть они помогают компаниям развивать именно стратегическое направление. Большая четверка – это 4 такие компании, которые по миру оказывают именно финансовые услуги и аудиторские услуги. У них основное направление – это аудит финансовой отчетности, например, в том числе. Но и есть небольшие такие же направления, как консалтинг, да? В основном делают операционный консалтинг. Но если компании нужно решить вопрос, как им развиваться там, в следующие 5-10 лет, то они обращаются к топовым компаниям большой тройки. Это McKinsey, Bain и BCG. Юрий, ответил на ваш вопрос? Или нужно еще Спасибо. У меня есть еще один маленький вопрос, позвольте. Наверное, острый и слегка провокационный. Позвольте. Задавай. Ну, тему такую, слегка табуированную в нашем обществе, тему, связанную с всевозможными кризисами и сопутствующими неудачами и так далее. Вот, мне очень понравилось, как Василий призвал всех нас снимать наши розовые очки. И я вот как молодой специалист понимаю, что у вас, как у людей более опытных, есть опыт прохождения кризисов, может быть, нулевых годов, 8-го года, 2014 года. Не могли, пожалуйста, поподробнее рассказать о трудностях, которые вызвали у вас, может, какие-то наглядные примеры ваши, либо ваших близких друзей, товарищей, кому на вас повлияло, и какие же изученные уроки вы вынесли? Спасибо. Спасибо за вопрос. То есть вопрос, если я правильно поняла, звучит так: как вы проходили кризисное время, да, и какие уроки вы извлекли из этой ситуации. Я знаю, что у нашего одного спикера был такой опыт. Я думаю, что сейчас я ему передам слово. Василий, можешь, пожалуйста, прокомментировать и дать ответ на этот вопрос? Да, конечно. Ну, это вот как раз вот моя история про частное предпринимательство, про частную практику. Тогда вот я пытался вот построить некий такой консалтинговый бизнес, ну, достаточно мощный, да, вот хотел делать и МСФО, хотел делать и бизнес-планы, работать вот с международными компаниями, но потом, ну, не хочу озвучить все события, ну, все знаете, что произошло, да, и вот поэтому я тогда провел достаточно большую работу, я также получил аккредитацию Европейского банка реконструкции и развития как финансовый консультант, и мои частные клиенты должны были получать компенсацию в размере 50% от стоимости моих услуг. Это была очень вот классная такая программа, да, которая, получается, симулировала местную экспертизу в части вот консалтинга, да, и также компенсировала затраты вот бизнесу частному, который хочет, ну, расти и что-то делать и нанимает вот этих консультантов. Ну, очень хорошо упаковался. У меня был вот один из клиентов частных, который вот я очень был близок для того, чтобы заключить с ними контракт. Это Якутская алмазная компания.
Потом все знаете то, что в какой-то момент курс доллара скаканул очень серьезно, вот, ну и компания обанкротилась, получается. Ну и, соответственно, никакого консалтинга у меня не произошло. И да, уже я очень серьезно вот почувствовал вот отсутствие спроса на свои услуги. И да, это было болезненно, но тем не менее я потом перешел уже не на трансформацию отчетности, да, не делал, вот, не переводил из российского в МСФО, я делал консалтинг именно обучающий. Вот, и нашел вот своего клиента, который обязан делать МСФО, это Алмаз-Сергенбанк. Вот, и я тогда также работал, потому что для кредитных организаций МСФО это обязательно. Тут уже нет у них выбора, хочу, не хочу, им это делать надо. Вот, и таким образом несколько вот адаптировался вот под эти условия. Но, конечно, это, у меня были планы по расширению и так далее, но в итоге я все делал один. Ну и таким образом преодолел вот эти препятствия, да, но в конечном итоге все равно я перешел вот в венчурную компанию Якутия, свою практику я закрыл. И, наверное, еще одна из основных причин все-таки не эти кризисы и так далее, просто мне тогда вот не удалось собрать вот эту команду там, да, единомышленников, которые готовы делать такого рода проекты уже как частный бизнес. Вот. Ну, такая вот история. Спасибо большое, что прокомментировал, Василий. Я надеюсь, что мы ответили на вопрос Юрия. Вот. Мы хотели бы уже начать завершать нашу сессию и, наверное, приступим к самой приятной части. Мы заявили, что мы подарим призы самым активным участникам за интересные вопросы, и мы выбрали несколько из них. Если у вас еще есть, на самом деле, вопросы, можете их задать, спикеры ответят вам письменно, но я хотела бы поделиться тем, что мы сейчас подарим. Мы со спикерами проанализировали вопросы, посмотрели их и решили выделить, значит, Василия Жиркова и Илью, который задавал очень много вопросов именно профессионального характера. И первый подарок за самый интересный вопрос уходит, значит, Илье, который задавал вопрос про собеседование в том числе. Ему уходит подарок бомбер вот такой и такой вот головной убор, скажем так. Вот. И второй подарок мы решили отдать Василию Жиркову, который задал очень классный вопрос про реальный опыт и стажировок. Вот этот вот подарок, термокружка с логотипом прайса уходит к тебе. Вот. Для того, чтобы получить призы, напишите, пожалуйста, нам в наш аккаунт Якутия Про. Мы займемся логистикой. Вот. Также мы хотели бы отметить, наверное, Юрия Егорова, самого смелого участника, который не побоялся задать вопрос, скажем так, голосом, и задал даже таких два довольно даже провокационный вопрос. Мы тебе отправим в подарок футболку от ACCA. Вот, поэтому для того, чтобы ее получить, напиши, пожалуйста, в наш аккаунт Якутия Про. Я надеюсь, что все довольны нашей сессией. Напишите, пожалуйста, что вам было ценно, что понравилось. А мы переходим к официальному завершению. И я хотела бы еще отметить, что мы отправим вам, как и обещали, да, список полезной литературы и ссылок, где вы можете посмотреть обучающие курсы, в том числе в самой компании Большой Четверки. Вот. И также вам отправим презентацию о сертификации ACCA. Поэтому я надеюсь, что вам все понравится, вы все получите. Мы отправим на почту, с помощью которой вы регистрировались на мероприятие. Мы также будем благодарны за обратную связь. Мы направим вместе с этим форму обратной связи. Нам она реально очень важна. И очень вас просим ее заполнить, потому что мы хотим улучшать наши мероприятия, делать их интереснее. И нам очень важен ваш голос, ваше мнение. Поэтому я с радостью, наверное, с радостью, скорее всего, буду завершать наше мероприятие. Хотела сказать, что у нас есть официальный аккаунт Якутия Про, где мы публикуем информацию и анонсы о следующих мероприятиях. Следующий у нас будет на тему IT. Вы, кстати, сами выбрали ее тоже у нас в голосовании в нашем профиле, поэтому ждите, подписывайтесь на нашу страницу, следите за новостями. Мы вас ждем на следующих мероприятиях Якутского профессионального сообщества Якутия Про.
Всем пока. Всем спасибо, пока. Всем спасибо большое. Пишите. Спасибо Пока. большое Пока. всем. Так, так, ребята, спикеры, я